находимся в районе бассейна Чулбон, в 400 метрах от автовокзала. Ни для кого не секрет, что именно в районе автовокзала обитает большое количество людей без определенного места жительства. Люди, которые по той или иной причине оказались за бортом нормальной человеческой жизни. Сегодня здесь проходит второй этап акции «Путь к дому», инициированной уполномоченным по правам человека в Республике Саха-Якутия. Кто участвует в акции и какую цель преследует, нам расскажет ее инициатор Сардана Гурьева. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Надо сказать, что к нам обращались горожане и общественные организации, что надо эту акцию повторить. Почему? Потому что все-таки у нас проблема на сегодняшний день, она решается медленно. А почему такая ситуация происходит, мы все прекрасно понимаем, что проблема копилась десятилетиями. Поэтому одной акцией эту проблему оказания помощи и реабилитации ее не решить. Поэтому по многочисленным обращениям различных неравнодушных граждан, как я уже сказала, общественных организаций, и мы решили акцию еще раз повторить. Сегодня мы с вами видим уже снег на улице, мороз. К нам уже в течение часа обратились 10 человек. И, по сути дела, они живут на улице. Поэтому мы знаем такие примеры городов, где, если за зиму умирает 4 человека, муниципальные чиновники выходят на улицу и ночуют, и показывают тем, что обществу сигнал, что нельзя быть равнодушным. Поэтому целью нашей акции «Путь к дому» является оказание конкретной адресной помощи тем гражданам, которые нуждаются в реабилитации, ресоциализации и которые действительно хотят вернуться в нормальную жизнь. Среди них тоже есть разные люди. Есть кто по-прежнему желает продолжать такой образ жизни, а есть те, которые уже, по сути дела, готовы обратиться в общественные центры. И надо сказать, если они уже сюда пришли, значит, у них есть определенные надежды. Это главное. По-прежнему у нас в акции принимают участие представители федеральных структур. Это Министерство внутренних дел по Республике Саха-Якутия, я бы хотела это особо подчеркнуть. Служба психологов под руководством Ивановой Лены Степановны. Это служба участковых под руководством Кондакова Михаила Алексеевича и сегодня Лебедь Олег Анатольевича, и принимает участие Иванов Михаил Григорьевич. Значит, наши республиканские учреждения, организации, это Якутский республиканский наркологический диспансер. Безусловно, это служба фтизиатрии по Республике Саха-Якутия. И есть министерства и ведомства, которые сегодня предоставили помощь в виде волонтеров. Значит, 2 часа к нам придут серебряные волонтеры, те, которые принимали участие на всероссийской акции. То есть это наши бабушки, мамы, которые тоже являются неравнодушными гражданами. Есть волонтеры города Якутска. И надо отметить, что как и в августе в акции принимала активное участие мэрия, представители мэрии, то и сейчас нам мэрия города Якутска предоставила автобусы. Есть у нас определенные, уже сейчас мы решаем организационные вопросы, которые направлены на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. Здесь у нас присутствует куратор этой работы с города Якутска, заместитель мэра Степанова Наталья Романовна. И мы уже состыковали, к примеру, с общественной организацией «Алмаз» для последующего решения этого вопроса, потому что акция сама по себе не должна останавливаться. Она, мы предполагаем, должна перейти в плановую, конкретную, системную работу. Как она это будет выглядеть? Те же общественные центры, как сегодня отметил глава Республики Саха-Якутия, это и общероссийская практика, это и практика, которая присуща разным другим странам, что наиболее эффективно могут работать на сегодня в оказании такой социальной помощи именно социально ориентированные некоммерческие организации. И мы, в принципе, это тоже знаем, и на сегодняшний день с ними работаем каждодневно. А им, как мы уже ранее отмечали, нужна помощь в виде и помещений, в виде и земельных участков, но это такие из более глобальных. А так, по 7-му федеральному закону они имеют право на получение организационной помощи, информационной поддержки, материальной, финансовой и иной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поэтому эта акция носит еще и практический характер. Значит, из новых наших социальных партнеров особо бы хотелось отметить
Главное управление МЧС Российской Федерации по Республике Саха-Якутия. И, уважаемые горожане, мы сегодня стоим на фоне как раз вот машины, которая была закуплена по линии государственной программы обеспечения жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия, где у нас размещены врачи, фтизиатры, врачи из Якутского республиканского наркологического диспансера. И есть у нас тоже ответственная структура, которая оказала нам посильную помощь. Это противопожарный отряд Республики Саха-Якутия. И мы с вами увидим работу на сегодня полевой кухни полностью. Значит, если мы в августе месяце обеспечили питанием в виде гречневой каши с тушенкой, хлеба, чая, то на сегодня еще добавился борщ и добавился еще и компот. Поэтому, конечно, и значит, плюс еще и майонез сегодня предлагаем мы тем, кто желает, нашим участникам акции. Поэтому есть у нас еще в организации работы приняли участие национальные общины Республики Саха-Якутия. Поэтому сегодня, скажем так, вот развитие социального партнерства, это вот мы видим как раз на вот примере этой акции. Когда мы все органы власти, независимо кто это, федеральные, региональные, муниципальные, будь это общественные институты, будь это средства массовой информации. Особенно хотелось бы, конечно, сегодня подчеркнуть роль и участие средств массовой информации, точка взаимодействия, программы, которую вы сегодня представляете, Олег Леонидович Жемин, вы, Злата, конечно, и те коллеги, операторы, которые сегодня работают. Это как раз пример той дружной работы, когда в интересах населения республики, в интересах именно человека мы можем сегодня показывать результат. Кроме того, сегодня предполагается рассмотрение вопроса на уровне высшего законодательного органа Республики Саха-Якутия, Государственного собрания УТН. Мы обратились к спикеру нашего регионального парламента по вопросу возможности разработки законопроекта, который был направлен против бродяжничества, попрошайничества. И, по сути дела, ведь когда мы говорим о проекте закона, это инструмент, который бы позволил эффективно и системно как раз именно решать комплексный вопрос. А сегодня комплекс проблем существует, который мы пытаемся поднять и призвать сегодня неравнодушных граждан также принять активное участие в реализации государственной политики. Какая работа проводится с этими людьми, а в момент, когда они находятся в заключении, нам расскажет начальник воспитательной работы УФСИН. То есть за 6 месяцев до освобождения у нас полностью проводится работа с ними, и социальными работниками, и психологической службой, также воспитателями, начальниками отряда. Разъясняются их права, обязанности. То есть, и также у нас очень тесно взаимосвязана работа с центром занятости населения, то есть чтобы они тут устроились и после освобождения они могли трудоустроиться, то есть ресоциализация полностью, доводятся до них все их права и обязанности. Ну, вот эта акция у нас уже не первый раз проходит по дому. На сегодняшний день уже вот, сами видели наши осужденные, которые отбывали наказание, тоже обращаются. У нас есть много организаций, которые с нами сотрудничают. Это и Алмаз, Терех, ПНУЛ, которые вот, оказывают помощь при ресоциализации осужденных после освобождения. Ну, сейчас вот цифры я не могу сказать. Ну, по-моему, уже 8 человек обратилось, да? Обратилось 14 человек, 8 из них это бывшие осужденные. Осужденные, да. За 2 часа проведения акции. Да. То есть эта акция вот, и к этому идет, что осужденный, возможно, попал в жизненную ситуацию, в которой он уже как бы без документов оказался, да, то есть не может выехать к себе на родину. Вот. Эта акция именно помогает тем осужденным, которые на сегодняшний день попали в такую ситуацию. Ну, что еще могу добавить? Хотелось бы, чтобы почаще такие акции проводились. И, очень как бы полностью хочу
поблагодарить все службы, которые сегодня вот помогают. Действительно, если мы сами не поможем, то им никто не поможет. Все. Спасибо большое. 8 человек осужденных за 2 часа уже выявлены среди 14 человек, обратившихся.